ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 11:00, детский парк. Стартует ежегодный детский конкурс «Безопасное колесо». Ежегодно в нем соревнуются школьники. Они проверяют знания о правильном поведении на дороге. В этом году заявилось порядка 7 команд по 4 человека в каждой. Этапов 3. Тест на ПДД, автогородок и фигурное вождение. Самый сложный раздел вождения. Задача на велосипеде преодолеть ряд препятствий. Например, расстояние между столбиков змейки всего 1,30 м, и с каждым новым столбцом эта цифра уменьшается на 5 сантиметров. Что называется высший пилотаж. Для велосипедистов тоже это актуально. Во-первых, это умение управлять правильно велосипедом. Потом восьмерки те же самые правильно выполнять. То есть это искусство владения велосипедом. Все 3 этапа команды проходят параллельно, то есть пока одни выписывают фигуры на велосипеде, другие сдают тест ПДД. В нем так же, как у взрослых, 20 билетов. Вопросов в каждом, правда, поменьше – 10. Задания ориентированы на права и обязанности пешеходов, велосипедистов. Однако больше всего штрафных очков чаще получают на этапе автогородок. Фактически это аллеи детского парка, расчерченные как дорога. На ней есть предупреждающие знаки, и нужно проехать трассу, соблюдая все правила. Залог успеха – тренировка. Естественно, трассу, которую сейчас мы только что закончили, мы тренируемся практически в течение года, стараемся. То есть у нас есть велосипед в школе, и мы с ребятами тренируемся. Длина автогородка примерно километр. Скорость никто не ограничивает, но если ехать по правилам, особо не полихачишь. Среднее время на дистанции 4 минуты для всей команды. После всех испытаний считают набранные очки. Команда-победитель поедет на республиканский этап конкурса. Он состоится в первых числах сентября в Сыктывкаре. Призеры и другие участники Ухтинского безопасного колеса получат другие награды.